Чье пастбище? По мотивам кабардинской народной сказки. Голодный волк вышел из леса. Осмотревшись, он увидел ягненка и решил его съесть. Это мое пастбище! Почему ты его топчешь? Бе, это не твое пастбище. Это пастбище пастуха. Этот пастух еще не родился, когда пастбище мне отдали. Кто тебе разрешил здесь все вытаптывать? Знаю я вас! Стоит только повернуться спиной! Бе, это пастбище пастуха. Он мне разрешил тут пастись. Твоего я ничего не ем. Нет, ты ешь мое. Раз ты на моем пастбище, значит, ешь мое. У тебя есть свидетель, который подтвердит, что это твое пастбище? Ха! Все звери в лесу мои свидетели. Тогда давай договоримся. Завтра приходи со своим свидетелем, а я приду со своим. Если ты прав, то делай со мной что хочешь. Ха! Хорошо. Но если обманешь меня, пеняй на себя. Договорившись, они разошлись. На следующий день ягненок пришел на пастбище с собакой пастуха. Подоспели и волк с лисой. Вот, лучше лисы мне свидетеля не надо. Бе, хорошо. Мой свидетель в тех кустах. Если он солжет, я в твоем распоряжении. Но пусть и лиса не лжет. Я никогда в жизни не лгу, слышишь? Могу засвидетельствовать. Это пастбище волка. С детства знаю, что это место принадлежит только ему. О пастухе и речи не было. Это пастбище волка, ты не прав. Если это правда, то зайди в те кусты и засвидетельствуй там. Тогда я поверю. Без проблем. Сказав это, лиса зашла в кусты. Но, увидев там оскаленную собаку пастуха, быстренько вернулась обратно. Видишь ли, понимаешь ли, дружище, забыла дома кое-что, без чего не могу свидетельствовать. Ты клубок шерсти. Тогда я сам засвидетельствую. Только он собрался свидетельствовать, как собака набросилась на него. Еле ноги унес. Пастбище осталось у владельца.